Добрый вечер. В студии Тимур Бекмурзин. Время реальной экономики. Сегодня вы одно из самых эффективных предприятий благодаря той программе модернизации, которая была и которая продолжается. Завод бисфенола А, как создавалось одно из самых новых производств на объединении «Казань-Оргсинтез». Какое место и роль оно занимает в общей структуре предприятия? Расскажем. Бисфенол А, другое его название дифениловопропан, является основным сырьем для производства поликарбонатов. То есть на сегодняшний день это очень ценный продукт химической промышленности. Что такое бисфенол А? Как и из чего его производят, где используют в дальнейшем? Отследим всю цепочку. Увлекательная промышленная химия доступным языком. Сам бисфенол А нигде не используется в чистом виде. Бисфенол А – это порошок белого цвета. И он используется в основном для производства поликарбоната и для производства эпоксидных смол. Безопасность, безопасность и еще раз безопасность. Как ее добиваются? В студии программы главный инженер завода бисфенола А ПАО «Казань-Оргсинтез» Дмитрий Штатнов. Надо быть объективным и справедливым. Как бы мы порой не критиковали плановую экономику времен СССР, но она была более чем эффективной, если дело касалось не сферы потребления, а развития крупнотоннажных производств. Достаточно сказать, что Советский Союз когда-то занимал второе место в мире по производству химической продукции, а, скажем, по производству удобрений мы долгое время являлись мировыми лидерами. Однако в лихие 90-е этот потенциал был по большей части утрачен, и сейчас современная Россия фактически восстанавливает его на новой технологической базе. В Татарстане, и в частности в Казани, удалось самое главное – не только сохранить действующие химические производства, но и задать им верный, поступательный вектор развития. Самый показательный пример – объединение «Казань-Оргсинтез». Инвестиции группы «Таиф» в мероприятия, направленные на пуск новых производств востребованной продукции, наращивание действующих производственных мощностей, повышение стабильности их загрузки и качества выпускаемой продукции, позволяют компаниям группы, в том числе «Казань-Оргсинтезу», укреплять свои позиции на чрезвычайно конкурентных мировых и внутренних рынках, ежегодно добиваясь результатов производственной деятельности и обеспечивая положительную динамику финансовых результатов. Сегодня ПАО «Казань-Оргсинтез» – крупнейший отечественный производитель полимеров и сополимеров этилена. Единственный в России производитель поликарбонатов, ведущее предприятие химической промышленности Российской Федерации. Имеет стратегическое значение для развития экономики Татарстана. Производит более 40% всего российского полиэтилена, является его крупнейшим экспортером. Ассортимент выпускаемой продукции включает 258 наименований. Полиэтилен, полиэтиленовые трубы, фенол, ацетон, бисфенол А, поликарбонаты и другие виды продукции. Годовой объем производства 1,7 миллионов тонн. Какую роль играет производство бисфенола А в общей структуре предприятия «Казань-Оргсинтез»? Расскажем прямо сейчас. За большими достижениями всегда стоят инновационные идеи. На сегодняшний день «Казань-Оргсинтез» является мощнейшим предприятием Республики Татарстан. Как-то в одной из программ мы уже упоминали о заводах, которые входят в состав этой мощнейшей машины по производству полиэтилена и поликарбоната. Сегодня мы остановимся, если не на главном, то на основополагающем заводе этого гиганта химической промышленности – заводе по производству бисфенола А. Еще в 2008 году, благодаря смелым идеям руководства акционерного общества «Таиф», в нашей республике начинает функционировать новый завод по выпуску бисфенола. В эти кризисные для всей страны годы поставить новую линию производства, закупить необходимое оборудование было делом рисковым. Но уже буквально через несколько лет вложения окупаются сполна. Бисфенол является главным сырьем для производства поликарбоната, а эта прямая зависимость говорит о простой экономической схеме. Благодаря новому производству наращивается выпуск производимой продукции, а затраты на производство значительно снижаются. Бисфенол А, другое его название дифениловопропан, является основным сырьем для производства поликарбонатов. То есть на сегодняшний день это очень ценный продукт химической промышленности. Его производство в России налажено на сегодняшний день только
в ПАО «Казань-Оргсинтез». Вообще идея производить бисфенол А с дальнейшей переработкой его в поликарбонат, она возникла достаточно давно, поскольку производство фенола и ацетона для «Казань-Оргсинтез» является старейшим производством, и всегда стоял вопрос дальнейшей переработки этих двух продуктов. Бисфенол А используется в течение 50 лет в качестве отвердителя в изготовлении пластмассы, а также продуктов на основе пластмасс. Он является одним из ключевых мономеров в производстве эпоксидных смол и наиболее общей формы в поликарбонатном пластике. Иначе говоря, обычный потребитель не встречает в своем быту бисфенол вообще. Бисфенол является сырьем для получения поликарбоната, а уже поликарбонат содержится в бутылках для воды и напитков, в спортивном инвентаре, медицинских инструментах, зубных пломбах и герметике, в линзах для очков, а также в бытовой технике. Сам поликарбонат не содержит бисфенола. Бисфенол входит в состав некоторых видов термобумаги, используемых для печати чековой ленты в современных кассовых аппаратах, также в банкоматах, платежных терминалах и медицинском оборудовании. В промышленности бисфенол А получают конденсации фенола с ацетоном в присутствии минеральных кислот и ионообменной смолы. Производство бисфенола в «Казань-Оргсинтез» построено по методу, основанному на экологически чистом процессе, позволяющем производить высококачественный продукт практически без издержек производства. Отходов как таковых нет, есть побочная продукция, которая образуется, то есть конверсия и селективность не всегда стопроцентная, то есть не может из одного при реакции получится одно вещество. Получаются другие вещества, но это не есть отходы, это есть побочная продукция, которая также пользуется спросом либо для дальнейшей переработки, либо для какого-то самостоятельного участия. Получается, что на заводе весь цикл производства замкнутый, каких-то отходов, которые утилизируются, нет. Кроме того, эта замкнутая система имеет определенные азотные подушки, чтобы обеспечить всю безопасность выбросов в атмосферу. Стоит отметить, что казанский завод бисфенол А отличается от своих конкурентов по всему миру качеством производимой продукции. Бисфенол, производимый на «Казань-Оргсинтезе», обладает лучшими свойствами по всем параметрам. Все благодаря правильно выбранной технологии производства. Начало и конец технологического процесса на любом заводе примерно одинаковые. Все работает на кислотных катализаторах, на выходе получают гранулированный бисфенол А. Основная суть всех технологических процессов заключается в очистке бисфенола именно на промежуточном этапе. Главным критерием при выборе технологии было высокое качество получаемого бисфенола, потому что изначально было понятно, был взят прицел на получение поликарбоната оптического качества. Поэтому очень высокие требования предъявлялись к качеству выпускаемого бисфенола. Технология уникальная и оттого совершенно секретная. Нашей съемочной группе не удалось снять кадры с производства, потому что разглашать тонкости получения чистейшего бисфенола строго запрещено контрактом. Единственное, что понятно, что вся технологическая цепочка автоматизирована. Сотрудники следят за всеми процессами, которые происходят на этапах, через специальные программы на компьютере, снимать которые, конечно же, тоже было нельзя. Даже студенты технических вузов, приходя на завод на работу, проходят переподготовку на местах. Обучение проводится с каждым индивидуально. Дмитрий Владимирович работает на Казанском Оргсинтезе уже 25 лет, и за это время он сумел вырасти из аппаратчика в главного инженера завода, а вместе с тем вырастить не одно поколение профессионалов. Условия труда здесь очень хорошие, как с социальной гарантией, так и по охране труда, технике безопасности. То есть предприятие обеспечивает своих работников все необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты. Своевременно все это обновляется, меняется. Проектная мощность производства бисфенола А на сегодняшний день составляет 70 тысяч тонн в год. За последние годы были проведены мероприятия, направленные на совершенствование технологий, модернизацию основного оборудования в связи с большим спросом на бисфенол со стороны завода поликарбонатов. В результате проведенных опытно-промышленных испытаний уже в ближайшее время планируется увеличить мощность производства. Около 3 миллионов тонн в год. Столько дифенолол-пропана, это второе название бисфенола А, производится сегодня в мире. Сейчас ко мне в студии присоединяется моя коллега Руфина Мукминова. Добрый вечер, Руфина. Добрый вечер, Тимур. Что скажете, есть ли спрос на бисфенол А в мире? Да, конечно, Тимур. Спрос на бисфенол А ежегодно только растет. Давайте обратимся к цифрам.
Мировой спрос на бисфенол А, как отмечают эксперты, к 2020 году достигнет почти 10 миллионов тонн, увеличившись в среднем на 4,7% по сравнению с 2014 годом. При этом ожидается, что рост спроса на бисфенол А в Северной Америке и Европе будет ниже среднего и ориентировочно составит 4,5 и 4,3% соответственно. При этом Азиатско-Тихоокеанский регион с 54% долей рынка и объемом продаж 7 миллиардов долларов станет крупнейшим потребителем бисфенола в мире. Химическая промышленность является одной из наиболее опасных отраслей, которая несет с собой риск причинения вреда персоналу, населению и окружающей среде. Столь высокий уровень потенциальной опасности связан в первую очередь с агрессивным характером реагентов, которые применяются в рамках производственных процессов. Поэтому вопросы промышленной безопасности контролируются на государственном уровне. Если говорить о бисфеноле, то по степени воздействия на организм бисфенол относится к веществам третьего класса опасности. Мы пригласили в нашу студию главного инженера завода «Бисфенол А» Дмитрия Штатнова, который ответит на самые важные вопросы, касающиеся безопасности, и расскажет, какие меры применяются на предприятии. Дмитрий Владимирович, доброго вечера. Добрый вечер, Афина. Так ли страшен черт, как его молюют? Расскажите, пожалуйста, бисфенол действительно очень опасен для организма человека? Ну, бисфенол А, другое название его дифенилопропан. Это вещество, как вы уже сказали, третьего класса опасности, но ни одно здравоохранение мира еще не определило минимальную концентрацию опасности для организма человека и не включило в списки канцерогенных веществ. Кроме того, сам бисфенол А нигде не используется в чистом виде. Бисфенол А – это порошок белого цвета, и он используется в основном для производства поликарбоната и для производства эпоксидных смол. При производстве поликарбоната он претерпевает такие значительные изменения, что в самом поликарбонате бисфенола уже не содержится. Это полимер, который имеет совсем другие свойства, характеристики. И поликарбонат проходит все сертификации как на пищевую применение, так и на другие виды. И сказать так, что бисфенол содержится в поликарбонате, никак нельзя. Потому что это, как говорят, химия волшебство. Одно вещество переходит в другое со всеми другими свойствами. Поэтому сказать, что бисфенол может использоваться в эпоксидных смолах как добавки. Но там же, вот, например, в поливинилхлорид он добавляется как отвердитель. Это используется в кабельной продукции для изоляции кабелей. То есть он не имеет прямого контакта с человеком, так скажем, с потреблением человека. В быту там, или где-то он сразу же перерабатывается, расплавляется и уже как полимер, сополимер используется уже как готовый продукт в другом виде. То есть получается, что бисфенол как вещество опасен, но проходя определенные этапы обработки, он уже теряет свои опасные свойства и совсем становится не опасен для организма человека, то есть в конечном продукте, верно? Ну, можно так сказать, но он уже не становится бисфенолом, потому что он исчезает как бисфенол и становится совсем другим продуктом. То есть идет его трансформация. То есть его уже нельзя назвать бисфенолом. А что касается ваших сотрудников, по сути, они соприкасаются с бисфенолом в чистом виде. Не опасно ли это для их здоровья? Ну, конечно же, они не соприкасаются напрямую с бисфенолом в чистом виде. Почему? Потому что бисфенол – это расплав. У него температура плавления 152 градуса. И, соответственно, он течет по трубопроводам, закрытым, в изоляции. Все это безопасно для персонала. Кроме того, персонал всегда имеет и обязан иметь на рабочем месте спецодежду, спецобувь и другие защитные средства. При расфасовке может образовываться пыль бисфенола, которая может оказать воздействие на человека. Но на производстве предусмотрена местная вентиляция, общеобменная вентиляция, влажная уборка проводится, как видно, когда мы посещали завод. Вот. И поэтому степень риска отравления бисфенола настолько минимальная, что практически отсутствует. Кроме этого, ежегодно у нас проходит весь персонал профилактический осмотр с целью определения воздействия, какие были или не были за этот период. Ну, за 25 лет моей работы таких случаев, чтобы
отравление бисфенолом не было зафиксировано ни разу. А вот вы знаете, теперь у меня вот возник вопрос, а есть ли какие-то показания по здоровью, там, благодаря которым принимаются на работу люди, либо наоборот не принимаются? Но здесь, как во всех вредных производствах, основной показатель для здоровья, чтобы человек был здоров, гемоглобин был определенный, чтобы не было у него патологических заболеваний каких-то, а так, в принципе, особых каких-то требований нету. У нас работают люди достаточно долго, по 40-50 лет. Слава Богу, как говорится, имеют детей и внуков, и даже правнуков. И вопросов не возникает. Ну и, конечно, важный вопрос, который, наверное, волнует всех наших телезрителей. Опасен ли завод бисфенол А для окружающей среды? Нет ли каких-то выбросов в атмосферу? Завод бисфенола, производство бисфенола, оно не опасно в том ключе, что по японской технологии у нас настолько безотходное производство, что все находится под азотной подушкой, все оборудование. А азот с пылью, он проходит очистку, фильтра и выбрасывается в атмосферу уже после очистки. Регулярно, раз в квартал, раз в полгода к нам приезжают из разных инспекций, Росприроднадзора и проверяют анализы. Ни разу еще вообще не обнаружили в выбросах какого-либо бисфенола. Все так называемые отходы побочной продукции, смола, вода, тот же азот, загрязненный бисфенолом, сжигается у нас на факеле закрытого типа. То есть смола является даже топливом для поддержания горения в этом факеле. То есть, по сути дела, безотходное производство достаточно экологичное. А та продукция, которая изготавливается из бисфенол А, ну вот отходы от этой продукции, как они утилизируются? То есть это сложно, либо это просто утилизировать? Это же, по сути, поликарбонат? Ну, в основном, да, поликарбонат. Я не настолько специалист в поликарбонате, но знаю, что любой поликарбонат, как любой пластик, имеет вторичную переработку. То есть его отправляют на мельницы, мельчат, расплавляют, и можно, как вот из полиэтилена, все, наверное, знают, лить еще раз любые, скажем так, изделия. То есть добавлять красители необходимые, придавать форму, и поэтому его не надо выбрасывать. Даже если его использовался, сломался поликарбонат, его можно всегда заново расплавить и вылить другие формы, другие изделия, которые, скажем так, не связаны, например, с пищевой продукцией. Очень широко используется он в автомобильной промышленности. Все вот ездим, наверное, знаем, везде вот пластик сейчас заменяется на поликарбонат, потому что он прочный, твердый и хорошо краску держит, красивый. Спасибо вам, Дмитрий Владимирович, за исчерпывающие ответы. Было очень интересно. Желаем вам долгих лет работы, а Казанскому оргсинтезу оставаться экологичным предприятием химической промышленности республики. Спасибо за приглашение. Каждый понедельник на телеканале «Новый век». Финансовые технологии, которые приносят успех. Как этого добиться, расскажем в нашей программе. Ведущие отрасли экономики Татарстана. Это именно тот опыт, который стоит изучить подробнее. И люди, которые знают свое дело. Они вместе с нами работают на наш общий успех. Как работает реальная экономика. По понедельникам в 22:10. Самый большой сегмент применения бисфенола А, как мы уже говорили, приходится на производство поликарбоната. В прошлом году эта цифра возросла до 5 миллионов тонн. За ним следует сегмент эпоксидных смол с объемом рынка около 1,4 миллионов тонн. На сегодняшний день перечень продукции, выпускаемой заводом по производству бисфенола А, насчитывает десяток наименований, главным из которых, конечно же, является бисфенол. Причем до 90% идет на производство поликарбонатов на собственном предприятии, и только 10% экспортируются за рубеж. Как развивались фенольные производства на Казанском оргсинтезе, какие основные этапы прошло предприятие до того, как высокая чистота бисфенола А из Казани была признана международными экспертами, и какие новые технологии в ближайшее время помогут сделать производство еще эффективнее, мы расскажем прямо сейчас. Сегодня невозможно представить нашу жизнь без пластика. Он окружает нас повсюду. С трудом верится, что чуть больше полувека назад бутылки были только стеклянными, а мебель исключительно деревянной.
В 20 столетии человечество пережило синтетическую революцию. И главным ее достижением стал пластик. А все благодаря химическому соединению, которое впервые было синтезировано почти 130 лет назад. Диоксидифенилпропан, или как его еще называют бисфенол А, был открыт русским ученым Александром Дианиным еще в 1891 году, но поначалу не использовался широко. На промышленную такую большую основу крупнотоннажное производство появились в конце 50-х годов. Но необходимо сказать, что все технологии его получения, они имели очень существенный недостаток. И недостаток этот связан с тем, что использовались кислотные катализаторы для его получения. В Советском Союзе расцвет полимерной отрасли начался в середине 20 века. По сути, была создана новая отрасль промышленности, которая должна была служить экономической независимости и обороноспособности страны. Новый этап в развитии большой химии в СССР наступил после майского пленума ЦК КПСС 1958 года. Всего лишь за 7 последующих лет были введены в строй сотни заводов и крупных химических производств. Возросло число научно-исследовательских и проектных институтов. Казанское предприятие, созданное по решению майского пленума 1958 года, будущий Казань Оргсинтез, стало одним из первых крупных предприятий отечественной химической промышленности. Дирекция Казанского химического завода во главе с Владимиром Петровичем Лушниковым была утверждена уже 14 июля того же года, а в 1959-м началось строительство промышленных объектов в первой очереди. Можно сказать, что Оргсинтез Казани начался с фенольного куста. В июле 1963 года состоялся запуск собственного производства фенола и ацетона. На основе изоприлбензола, или как его еще называют кумола, была получена первая партия продукции. Плановая производительность составила 45 тысяч тонн по фенолу и 27,5 тысяч тонн по ацетону. Растущему предприятию для выпуска этой продукции требовалось все больше сырья. И уже спустя год на Казанском заводе был введен в эксплуатацию цех по собственному производству кумола в объеме 84 тысяч тонн в год. Далее десятки лет перемен на производствах не случалось. Распад Советского Союза, сложные 90-е. Предприятию приходилось пользоваться тем, что было построено в советское время. Глобальные изменения стали происходить начиная с 2004 года. ПАО «Казань Оргсинтез» открыла новую страницу своей истории. В качестве главного акционера в общество приходит группа компаний ОАО «Таиф». Принимается программа стратегического развития предприятия. Грядущие нововведения затрагивают в том числе и фенольное производство. Более того, именно с ними связываются амбициозные планы модернизации предприятий и создания принципиально новых производств. В частности, единственного в России СНГ завода по выпуску бисфенола А. В 2004 году Казань Оргсинтез закупает лицензии и базовое проектирование для производства бисфенола А у японской компании Idemitsu Kosan Corporation. В сотрудничестве с японскими компаниями предприятие приступает к начальному этапу строительства завода бисфенола А. Первый камень строительства завода БФА и завода поликарбонатов на его основе был заложен 16 декабря 2004 года. Отметим, что на сегодняшний день Казань Оргсинтез выпускает 73 тысячи тонн бисфенола А, 70 тысяч тонн фенола и 45 тысяч тонн ацетона в год. А объем продукции единственного в России завода поликарбонатов достигает 78 тысяч тонн. Сегодня Казань Оргсинтез – один из ведущих предприятий нашей страны, высокотехнологичных, с хорошей экономикой, с хорошими показателями. Сегодня вы одно из самых эффективных предприятий благодаря той программе модернизации, которая была и которая продолжается. Программа развития ОАО «Казань Оргсинтез», принятая Советом директоров в 2004 году, была завершена в 2010. В настоящее время КОС продолжает модернизацию существующих и освоение новых технологий. Так, в 2016 году была запущена установка разлива ацетона в автоцистерны. Теперь продукция герметично наливается в автотранспорт все 24 часа в сутки. Установка обеспечена системами контроля и противоаварийной защиты, видеонаблюдением, пожарной сигнализацией и оперативно-диспетчерской связью. А это, в свою очередь, позволяет повысить экологическую безопасность и расширить круг потребителей. Есть в программе развития действующих производств на ближайшие 2 года и проект внедрения новой технологии производства изоприлбензола. Теперь же изоприлбензол на Казань Оргсинтеза намерены производить с использованием циолитного катализатора разработки американской компании Badger Licensing. Такая технология повысит эффективность использования энергоресурсов и сырья, уменьшит отрицательное воздействие на окружающую среду. Не нужно будет разлагать этот катализаторную реакционную смесь после синтеза, потому что это твердый катализатор,
он совершенно спокойно, реакционная масса от него отделяется. Не нужна будет стадия нейтрализации, не нужна будет стадия отмывки. И, конечно, с точки зрения экологии, этот процесс более прогрессивный. Новая технология производства кумола увеличит объемы выпускаемого фенола и ацетона, что, в свою очередь, позволит довести выработку бисфенола А до 80 тысяч тонн в год. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С вами была программа «Реальная экономика» и я, ее ведущий, Тимур Бекмурзин. Удачи в делах и финансового благополучия. Встретимся через неделю на телеканале «Новый век». До свидания.